И еще один повод для гордости. Известный ингушский этнограф Султан Мережков представил уникальные предметы быта ингушского народа. Выставка, развернувшаяся в Музее краеведения, отражает как исторические моменты развития ингушского общества, так и в целом уклад жизни наших предков. Султан Мережков известен нашей республике как журналист, преподаватель и этнограф. Его коллекции предметы быта ингушей, многие из которых посетители выставки увидели впервые. Все они собраны по крупицам, кроме, конечно, изделий, изготовленных собственноручно. Большинство предметов представлены в миниатюре, так как площади и места не хватило бы. И мы со своей стороны попытались как можно лучше показать, выставить эти предметы. И что самое интересное, вот название этих предметов на ингушском языке, почти вот этих слов в нашем языке уже нет. Они вышли из употребления, так как и гужевой транспорт ушел в прошлое, и в данное время эти предметы быта и вообще не используются у нас. На мой взгляд, эта выставка чисто из-за этого является уникальной и очень интересной. Каждый народ стремился научить своих детей чему-то хорошему и полезному. У ингушей с раннего детства закладывались не только нравственные ориентиры, но и воспитывался соревновательный дух. Например, в играх за соблюдением правил строго следили старейшины. Подвох и обман исключались. Должна вам сказать, выставка, она очень интересна, потому что даже по своему детству, вот я помню некоторые предметы. Вот, например, берем вот эту вот лампу. Я помню, как мы заливали туда керосин, как мы чистили вот эту ленточку, которую надо было сложить, и вот эту лампу, которую, естественно, надо было почистить, чтобы была яркость света. Тут очень много предметов именно из моего детства, юности, ну и последующее. Султан Мережков таким образом рассказывает о языке, культуре, традициях, сформировавшихся на вековом опыте нашего народа. Это своего рода вклад в сохранение национальной культуры. Он изготовил все, что у нас использовалось в быту, во дворе, ингушское подворье. И он также собрал старые экспонаты и представил экспозиции, за что мы ему благодарны. Вот многие вещи, да, которые здесь представлены, если на ингушском мы будем их называть, я уверяю вас, что 80% наших детей не смогут на ингушском назвать эти предметы. И вот он нам предлагает на основании этих вещей, чтобы мы знакомили наше подрастающее поколение. На домашних ткацких станках была такая операция, как продевание ниточек. Загрубевшие от работы руки женщин с ней не справлялись. Ее выполняли тонкие девичьи пальчики. А этот станок для уплотнения ниток. Существуют разные виды и модели станков. Ручные, механические и автоматические, плоские и круглые. Выставка вызвала большой интерес, ведь она рассказывает о любви к своему народу, о жизни наших предков и затрагивает душу каждого ингуша. Зарина Ужахова, Ахмед Исмурзиев, Наиб Цачоев, Вести Ингушетия.